Да, безобразие. Это когда другие говорят, кажется, что долго, долго, долго. А когда тебе говорят, что вот уложись в 40 минут, уложись в час, ты сразу думаешь, что это такое? Это же возмутительно. Прочитали, пока я говорила, социальные и личностные эффекты работы по формированию функциональной грамотности. Вы знаете, для меня честь закрывать нашу работу, лекторскую работу я имею в виду. Для меня вызов, потому что вы видели нас на протяжении всего этого времени, и, как мне показалось, все-таки планка достаточно высока. И мне не хочется упасть с этой планки, прыгнуть вниз или сделать что-нибудь не так. И для меня радость, потому что мы с вами работали в маленьких группах, и в маленьких группах мы подчас могли сказать больше, чем мы сказали бы, если бы это была большая лекция на большую аудиторию, и достаточно официально, и так далее, и так далее. Вы знаете все недостатки, вы знаете недостатки наших презентаций, да, что они большие, длинные, там много букв. И вы знаете, что я говорю быстро. Сегодня мне придется этот недостаток превращать в свое достоинство. Так, какие вопросы мы с вами обсудим и узнаем немножко позже. А сейчас вот эта картинка, вы все ее видели, она есть в наших книжках, и это наш заход к детям, к учителям, к родителям. И вот эта фраза о функционально грамотном человеке, который способен использовать все постоянно приобретаемые на протяжении всей жизни знания, умения и навыки для решения жизненно важных задач. Она, когда мы ее выставляли, да, в начале книжек, мы думали, что... Я говорила, что она длинная, и дети читать не будут. А коллеги говорили, что здесь самая суть. Здесь самая суть. Вот теперь второй момент, важный для нашей сегодняшней встречи. Если мы говорим об эффектах социальных, личностных, любых, выходящих в социум, выходящих на ребенка, мы говорим о процессе социализации. Я просто напоминаю вам всем в самом общем виде, что такое социализация. Да, мы говорим, что одним из аспектов социализации является формирование личности ребенка. Мы знаем, что во всех стандартах, и я знаю, что и в ваших тоже, вот какие-то позиции, связанные с воспитательными моментами, с формированием личности и так далее, обязательно прописаны. А вообще-то это, вот если так спокойно, это освоение культуры, освоение культурных кодов, ценностей, норм, смыслов. Это освоение социальных ролей, которые мы выполняем в нашей жизни. Наши ученики, наши дети, подрастая, будут выполнять те же самые роли. Но, наверное, по-другому, по-своему, в том мире, в котором они окажутся. И это усвоение знаний в различных областях и способов их приобретения. Вот о знаниях в различных областях и способах их приобретения вы говорили, когда работали в своих предметных группах. Но при этом вы не забывали и о ребенке. Ну, поэтому современный школьник и целенаправленная социализация. Как обычно, опять-таки, вы знаете, да, что каждое такое понятие, призывно звучащее, мы можем... Ну, на мне, да, я когда волнуюсь, на мне вся техника ломается. Это есть. Да. Ни на что их нужно. Нам нужно посмотреть на то, это важное обстоятельство, что не только школа формирует и воспитывает, или плохо воспитывает, плохо формирует. Есть масса внешних факторов социализации. И на самом деле внешних факторов гораздо больше, чем вот таких целенаправленно действующих в рамках внешних. Мы можем говорить об особенностях личностной идентификации современного подростка. Ну, то есть, а как он принимает себя как личность, что он в себе принимает как личность. И мы можем говорить об особенностях личностного социального опыта подростка. То, что я делала, ну, я как бы делала на материале Российской Федерации. Но тем более интересно нам с вами будет посмотреть, будет отличаться или не будет, совпадет или не совпадет. Вот что-то мне подсказывает, что совпадет. Но, может быть, я и ошибаюсь. Это тоже будет интересно. Потом мы посмотрим на личностные эффекты формирования функциональной грамотности и на социальные. Все очень.
Внешкольные внешние факторы стихийной социализации современного ребенка, современного подростка. Ну, это прежде всего социальная страта, в которой он воспитывался, особенности образа жизни, отношения в семье, традиции, установки и ценности. И они формируют самые различные ценности. Этносоциальные, религиозные, гражданские, семейные. И формируют социально-политический опыт, как ни странно. Американские исследования и английские исследования, и многие другие исследования показали, что и социально-политический опыт формируется в первую очередь в семье и во вторую очередь в раннем возрасте. Вот такой базовый, основной. Средства массовой информации. Ну, это чувство сопричастности с определенной культурой. Да, вот я такой или сякой, или розетокий. Ну и вообще очень не похожи на других, как вы догадываетесь. И я специально выделила из всех средств массовой информации интернет, потому что социальные сети – это наша общая с вами любовь. И когда я говорю о том, что вот дети, интернет, социальные сети, я тотчас думаю о себе. Я, интернет, социальные сети – это наше общее. И, наконец, общение в группе сверстников. В какой группе окажется ребенок, насколько конкурентоспособна эта группа, какие отношения в этой группе, как там завязаны, как завязаны связи. Плохо, наверное, сказать, но что там преобладает? Горизонтальные связи или вертикальные связи? Там есть лидер жесткий, который всех построит в этой группе, или они там все на равных? Разные вещи достаточно существенные, влияют на социализацию. Очень важный внешний фактор. Есть и другие. Но эти 4, они как бы наиболее весомые, наиболее определяющие. Что же происходит? Происходит то, что мы видим с вами, ну, наверное, каждый день, то, что мы знаем на примере наших собственных детей, если они у нас подросли и до подросткового возраста дотянули, и то, что мы знаем на своем собственном опыте, потому что мы все когда-то были подростками. Конфликтный характер поиска идентичности. Мы хотим, чтобы на нас никто не наступал, и вместе с тем собственного опыта у нас маловато. Мы стараемся критиковать всех и вся. Это вот не критическое мышление. Это мы критикуем всех и вся, и всеми недовольны, потому что мы-то знаем лучше. И особенно критически мы относимся к тем людям, которые формально поставлены в положение лидера. Взрослым людям, которые поставлены в положение лидера. То есть вот что мне сказал сегодня учитель, почему это вдруг родители на меня, это вы понимаете, что такое для каждого подростка. Антиавторитаризм и борьба с авторитетами. Совпадает? Или все-таки менталитет у вас другой, вот у ваших детей? Все равно совпадает. Половая идентификация опережает формирование гражданской ответственности и социальной зрелости. Смотрите, какую фразу я придумала. Такой она корректная, но мы понимаем, о чем мы говорим. Да? То есть у нас мальчики и девочки становятся юношами и девушками, а все остальное пока еще не приложилось. Да? И вот этот социальный инфантилизм, он проявляется не только в том, что половая, там много других моментов. Но как бы очень многие мамы мальчиков особенно говорят об этом, что вот чем старше становится, тем все равно как ребенок за ним приходится бегать. Вот и того он не понимает, и здесь он забыл, и то ему принесли, и так далее, и так далее. Совпадает? Или все-таки у вас по-другому? Вот хотелось бы, чтобы не очень совпадало в данном случае. Но понятно, что мы должны продемонстрировать свою уникальность и самоценность. У кого были волосы цвета зеленого в молодые годы? Вот кто это спросил, тут я. У меня были голубые, чернилами покрашенные. Для чего? Ну, а потому что. У каждого свое. Продемонстрировали. Демонстративное поведение. Думаю, что вот здесь как раз ваши подростки могут не так себя проявлять. Потому что все-таки вот влияют на определенные ценности. Но могут и проявлять. Бравировать все равно будут. Не тем, может, не волосами, да, надеюсь, чем-нибудь еще. И вот, к сожалению, последнее. Достаточно низкий уровень толерантности, вплоть до агрессивности. И в школе это мы уже обсуждали, эту с вами проблему, не будем к ней возвращаться, но она грустная, печальная. Мы говорим, травля или буллинг бывает. Если открытый, то нам проще. Если скрытый, нам труднее. Но если открытый, то иногда учителя, знаете, как дедовщина в армии. Офицеры знают о том, что это происходит. Ну и да. И что получается? Какой же личный социальный опыт несет на своих плечах ребенок? Вообще легко ли быть молодым? Нелегко. Потому что этот опыт эклектичный, мозаичный, внутренне противоречивый. Это как пазл, в котором не складывается картинка. Вот мы его стыкуем, а все, вот он разный. Что-то отсюда, что-то оттуда. И системного опыта нет. Я не думаю, что у нас с вами у всех есть какая-то система.
с точки зрения вот этого личного социального опыта, люди, как правило, вот об этом не думают. Но тем не менее, у подростков это очень ярко выражено. Он не отрефлексированный. Вот я сказала, как правило, люди об этом не думают. Вот подростки об этом вообще не думают. Что, почему я сделал так, а не иначе? Я сделал, все пошли, все побежали, я побежал. Все сели, я сел. Претендующий на универсальность и на уникальность. Вот он, вот так как я, должны вообще-то, ну, хоть я и уникальный такой, необычный, все равно так должны все. И если этого не понимают, то какие-то они все странные, а я такой один обязательный. И, конечно, эмоционально окрашенный. Причем эти эмоции могут быть самого разного свойства. Это может быть рыдание через каждые, там, не знаю, 2 дня или еще чаще. Или, наоборот, какое-то эйфорическое состояние. Эти состояния меня... Вы помните себя, да? Потому что вот вся эта половая зрелость и половая идентификация, она очень дорого дается. И когда говорят, шутку говорят, гормон играет, ну он играет, он же правда играет. Никуда не денешься. Это вот кто виноват. Теперь немножечко о том, что делать. Вот посмотрите, пожалуйста, эту схему, и она строится вот так, а работать здесь надо сверху вниз, как бы, потому что то, что вверху, оно более заметно, на поверхности оно больше в наших с вами руках. В руках тех, кто пытается организовать процесс социализации как целенаправленный. Опыт познавательной деятельности и превращение познанного в жизненный ресурс. Вы поняли, что я фактически перефразирую вот то высказывание Леонтьева, да? То, что мы получили, это не бремя и не тяжесть. Это не тяжелая вот эта тоска зеленая, которая непонятно куда. И вообще я завтра написала, послезавтра у меня нет, все, я свободен, и мне хорошо. Жизненный ресурс. Опыт взаимодействия с социальным, предметным и природным окружением. И личностные качества. Вот функционально грамотная личность должна каким-то образом вот эту схему собой заполнить. Будем заполнять. И вот здесь очень длинная цитата. Пожалуйста, постарайтесь, пробегите глазами, присмотритесь, потому что вы знаете нашу провокативность. Сначала я вообще не хотела, но потом я подумала, что если я включу это в презентацию и ничего, и не дам своей реакции, то может быть воспринято, как вот в моей длинной презентации, там вот первое задание, которое придумал учитель, оно плохое. А в презентации не написано, там просто написано задание, придуманное учителем. Вдруг кто-то будет читать и не поймет, что это неправильное и плохое задание. Поняли, да? Функциональная грамотность приведет к тому, что образовательный процесс может примитизировать цели школьного образования и воспрепятствовать становлению интеллектуально развитой личности. Нас с вами 3 дня, 4 уже, да, наверное, убеждают в том, и мы сами убедились в этом. И мы хотим это нести дальше. Мы говорим о том, что функциональная грамотность – это путь к свободе личности, это путь к интеллектуальному простору. А тут, видите, вот видите, как вообще? Что такое функциональное? Это уметь читать, писать и там форму заполнить. И все счастливы. Я не стала приводить имя и как бы регалии человека, который выступал с таким докладом, но это реальный доклад. Вот всем объяснили, как плоха функциональная грамотность. Радует только, что это было в 2008 году. И вот как бы следующим слайдом я постараюсь опровергнуть определенные суждения, высказанные автором этой цитаты. Здесь мы смотрим, вот здесь вам везет, потому что вы тут, и вы можете опираться на слова того, кто это делал, а не только смотреть картинки в презентациях. Мы идем вот отсюда, а придем вот сюда. И прямоугольнички одного цвета, они, более или менее рядоположенные. Хотя, конечно, это та самая мозаика и эклектика, которую я только что упрекала наших, не упрекала, констатировала факт, да, но говоря о наших подростках. Итак, если мы подростки, мы с вами подростки, учимся для жизни и осознаем смысл учебной деятельности. То есть мы реально отвечаем на вопрос, зачем мне это надо? Я знаю, зачем мне это надо. И как, если мне это надо, то как лучше я могу это сделать? Как проще, может быть, как веселее, может быть, как объем, как сделать это уже, опять-таки, связано с моим зачем. И мы говорим о том, что это четко и ясно поставленная такая вот трансгрессия от мотивации внешней, выучи к завтрашнему дню домашнее задание, опять не сделал, что такое в комнате мусор твое,
на твоем столе, ну, я могу долго, у меня богатый опыт в этом плане. Так вот, мотивация, или ты такой умный, ты такой хороший, ну сделай, пожалуйста. Это тоже внешняя мотивация, да? Или ты ни за что не поступишь, ты ни за что не сдашь, у нас ЕГЭ, у вас, наверное, свой экзамен. И много другого. Так вот, мотивация внешняя, она трансфигурирует, сказал бы Гарри Поттер, во внутреннюю. То есть сам ребенок ставит перед собой задачу. Ничего нет сильнее внутренней мотивации. Если я хочу, я буду прилагать усилия. Я постараюсь добиться своей цели. Ситуация успеха. Откуда? А вот оттуда. Потому что если я хочу, я планирую свое время, я организую свою деятельность. Я не жду, пока мне мама скажет, я не жду, пока мне классный руководитель напомнит. Да? И я выбираю те средства, которые действительно мне помогут. И я действительно чего-то добиваюсь. Добиваясь чего-то, я молодец. Я молодец, я вижу движение. То есть здесь нет, вот все равно ничего не получится. Никогда это получится. Не получилось сегодня, получится завтра. И 2 дня наши удивительные эксперты вам показывали, что это так. Мало ли, мы сами с вами начинаем, у нас не всегда все получается. Что формируем? Мы формируем вот это. Причем не только занимаясь математической грамотностью или естественно-научной, да, но и финансовой, глобальными компетенциями. Мы ставим это во главе угла и говорим, что нам это надо. Ну и креативность. Можно было написать креативное мышление. Мы формируем не только предметные, но и метапредметные знания и умения. И в этой аудитории я уже не спрашиваю, что такое метапредметные. Да? И в этом же у нас, кстати, проявляется интерес к изучению отдельных предметов. Той самой математики, той самой физики, той самой химии и так далее. И мы надеемся, что мы доведем ребенка до стадии, на которой он окажется в позиции исследователя. Но исследователь в данном случае это не просто вот, ученого мы не сделаем, правильно, вот сейчас и завтра. Мы исследователь не ученый, но человек, который умеет задавать вопросы, видеть проблемное поле или проблему и ищет пути преодоления препятствий. Что там у нас в цитате было, помните, да? Какой у нас? Бедный несчастный. Теперь вторая сторона медали. Вторая сторона медали – это вот то, что в глобальных компетенциях называется межкультурное взаимодействие. И я себе позволила, и я уверена, что я могу это сделать, еще раз показать вам вот эту цитату. Автора кто-нибудь помнит? Для интереса. Опять-таки, вот отсюда идем, вот сюда приходим. Энви, молодцы. Итак, представить свои действия и идеи в контексте иной культуры, как высший уровень межкультурного взаимодействия. Это цель. Это не факт, что завтра получится. Это может вообще не получится. Но если мы знаем эту цель, и если мы понимаем, чего мы хотим, это же лучше, чем когда мы не знаем, не понимаем и вообще об этом не задумываемся. И вот здесь у нас важное. И вот это не только, понятно, что хочется сказать, вот раз слово глобальное, значит, это глобальные компетенции. Ну или в лучшем случае, естественно, научная грамотность. Но мы говорим вообще о локальной и глобальной социальной динамике. То есть мы говорим о том сложном, противоречивом, изменяющемся, неопределенном, абсолютно вероятностном мире. И здесь мы выходим с вами на образ будущего. Выходили один раз, выйдем и сегодня. И еще немножко позже вспомним. И посмотрите, ну, понимание цели устойчивого развития, поскольку мы о ПИДе говорим, я записала именно это. Но здесь я могла записать и другие вещи, связанные вот с ценностными ориентациями, присущими той или иной культуре. То есть если бы я была на вашем месте, я бы заполнила этот прямоугольничек дополнительной информации. Здесь мы говорим о развитии эмоционального интеллекта и эмпатии. Здесь мы говорим о том, что вот как раз та самая гражданская, этническая, религиозная идентификация, основанная на ценностях, и должна проявиться. И чего мы хотим? Ну, мы хотим жить хорошо и счастливо. Да? Умение принимать осознанные решения, понимая, какие ценности лежат в основе сделанного выбора. Опять-таки, Энви, и лучше не скажешь. Зачем же говорить по-другому? И вот здесь картинка, может, даже кто-то видел, потому что я просто полезла вчера на новостные сайты. Это вот те самые ваши 52 победителя республиканской олимпиады. Они, вот эти подростки, они что, вот похожи на тех функционально
функционально грамотных, о которых нам сказали, что они умеют там 2 слова написать и что-то сделать. У них совершенно замечательные лица. Нет там ваших учеников случайно в этих 50? Есть? 20. Да? Ориентируются в современном мире, действуют в соответствии с ценностями, успешно и эффективно взаимодействуют с другими, самостоятельно и ответственно принимают решения, действуют в нестандартных ситуациях, опираясь на полученные знания. Вот мы разложили основные приоритеты, основные моменты, которые важны для нас в функциональной грамотности. Мы разложили их вот на это поле. Опять-таки, знаете, я была бы совсем наивна, если бы я говорила, вот, к концу этого года или к концу следующего года, вот вы, или заканчивая школу, или заканчивая основную школу, вы все должны вот. Да не будет этого, и у нас это не всегда бывает, и не всегда это проявляется. Но, тем не менее, вот этот набор, он так или иначе проявляется и присутствует, если работа организована соответствующим образом. Ну, а теперь переходим к социальным эффектам. Вот, ну что, не нравится, по-моему, хорошо получилось. Социальный эффект удался, да? Продолжаем социальные эффекты. Понимаете, мы говорили о субъекте познавательной деятельности, субъекте учебной деятельности, который называется ребенок. Да? А все предыдущие дни мы говорили о субъекте образовательной деятельности, который называется учитель или администратор. Понятно, да? Вот если мы хотим сделать жизнь, не только учебу, но и жизнь ребенка другой, мы же должны сами быть другими. И когда я читала, я благодарна чрезвычайно, потому что написали отзывы, и, в принципе, я могла бы приводить много отзывов, я взяла несколько. И когда вы писали, что другой взгляд, по-другому стали думать, другие мысли, надо вот это вот обдумать, может быть, в этом что-то есть. Вы же писали, как вы изменились, но в данном случае я смотрю на вас не как на личность, я смотрю на вас как на часть социума, как на представителей определенной профессиональной культуры. И вот и сердце мое радуется. Больше того, тут же не только вы, тут и нас достаточно. Да? И мы меняемся. Вот, ну, знаете как, объяснял, сам немножко понял. Да? Ну, то есть всегда во взаимодействии учитель и ученик, если нет баррикады, если нет рва, если мы не стоим по эту сторону, знаете, вот так вот глядя в прицел, сейчас всех расстреляю, а они, соответственно, отвечают, ну, все, всегда, долг платежом красен, они отвечают нам тем же. Вот всегда в этом взаимодействии со всеми происходят благодатные, надеюсь, перемены. Ну вот наши игры на свежем воздухе, да? Наша социальная среда, которая изменилась. И эту динамику вы видите в себе, в своих мыслях, в своих отношениях. Что вы сегодня сказали? Нам нужно сохранять контакты, нам нужно продолжать взаимодействовать, нам нужно создать социальную сеть, извините, платформу, чтобы общаться. Это же замечательно. Ну и вот обещанные. Не все листочки положила. И, конечно, мы не все будем читать. Возможность участникам и для меня посмотреть на образовательный процесс в другом формате. Получили инструменты, чтобы дать нашим детям инструменты безопасного существования в быстро меняющемся мире. Мы должны измениться и делать. Ну, тут прям с фото, потому что человек, который выполнил для меня эту творческую работу, спасибо вам большое, Ольга Владимировна. Да? Вот опять-таки разговор о ПИЗе, о том, что это и вызов, и существенно, и важно. Но тут я просто, я не могла не привести это, понимаете? Я как внутренний самый ленивый человек в этой компании. Теперь стоит задача максимально использовать все полученные знания для подготовки учителей. Но не терпится вернуться на работу. Ей не терпится вернуться на работу и поделиться с коллегами. Я думаю, что здесь пафос не в том, чтобы вернуться на работу, а пафос в том, чтобы поделиться. То есть вот он заряд, который вы понесете. И вот он социум, который меняется. И вы становитесь проводником этого изменения. Мы работаем с образом будущего. Вы, каждый из вас, работает с образом будущего. И как-то этот образ себе представляет. Ну и
опять-таки у меня получается, что я подвожу некоторые итоги, потому что формирование функциональной грамотности – это командное действие. Помните, говорили, учителя, которые хотят глобальные компетенции развивать, они должны создавать команду, они должны… То же самое я слышала от других моих коллег, да, и вот тут посмотрите, пожалуйста, вот тут я собрала всех субъектов образовательной деятельности. Вот он наш ученик, и его разнообразные виды познавательной, коммуникативной деятельности, всякая, и продуктивная, творческая, проектная, исследовательская, любая, да, школьная, внешкольная, урочная, внеурочная. Вот он у нас. Деятельность учителей и команды учителей на уроках, вне уроков, на предметном, на межпредметном, метапредметном уровне, осуществление воспитательной работы в школе. Есть деятельность родителей, потому что родители – это тоже субъекты образовательного процесса, и вы знаете, как много слов мы можем сказать о родителях. Как часто учителя говорят, вот родители не понимают, родители требуют. То есть так или иначе в нашем с вами опыте есть и негативные моменты, связанные с участием родителей и в воспитании детей, и во всем, да, во всем этом процессе. Но реально деятельность родителей – это запрос в системе образования. Они этот запрос формируют, исходя из того, как представляют интересы своих детей, исходя из того, каков у них образ будущего. Но только они думают об образе будущего в масштабах своей семьи. Мы думаем шире. И деятельность структуры институтов, ну тут надо поклониться, да, нашим коллегам, которые в том числе организовали этот семинар, музей, выставка, концертный зал, какое-то учреждение дополнительного образования, где есть всяческие кружки и так далее и тому подобное. Библиотека, забыла самое, с чего надо начинать. Вот то, что поддерживает образовательную организацию. Любая структура, любой институт, который работает нам на благо. И мы объединяем их в этой деятельности, потому что мы в этом заинтересованы. И потому что мы заинтересованы в том, чтобы образ будущего формировало как можно больше людей. Ну и помните, да, вот эту пирамиду, я сказала, смотрим так, главное внизу. И вот посмотрите, как… Немножко осталось уже, без угроз. Мы говорим об образовании, утверждении непрерывности образования для решения жизненных проблем. Непрерывность образования – это на протяжении всей жизни, а на протяжении всей жизни – это социум. Обновление стратегических целей образования. Тут у меня должен быть сюрприз. И даже с цитатой. И помните мои слова о том, как только я слышу, что мы собираемся что-то обновлять, я думаю, что часов будет меньше, а материала будет больше, потому что выбросить любимые старые туфли очень сложно. Уменьшить учебную нагрузку, повысить качество обучения, сделать акцент на информационные технологии, привести в соответствие с современными стандартами образования. Это реформа. И началась подготовка учителей по стандартам ПИЗа, они с сентября начнут. То есть у вас не просто работа с неопределенным будущим, ваше будущее определено. До 2025 года однозначно. И я позволила себе вынести отдельно последний буллет, последнюю позицию. Ну, давайте так. В современном обществе функциональная грамотность каждого человека становится индикатором не только личного, но и общественного благополучия. И я надеюсь, что вот как бы исходя на нашем маленьком примере и на нашем социальном опыте, мы это можем показать, можем аргументировать и доказывать. И вот эту фразу, которую я так рада, что вы ее произнесли после того, как мы произнесли ее все вместе. Откроем двери класса в мир. А давайте посмотрим на нее иначе. Давайте проанализируем этот момент. Что значит открыть двери класса в мир? Это же не только мир впустить в класс. Это же и детей, вот с их ценностями, с их взглядами. Мы говорим, какие хорошие у нас дети, какие замечательные, как повезет тем институтам, в которых они будут учиться, как повезет тем семьям, которые, вот тем девочкам и мальчикам, на которых они женятся, да? Или не говорим так, но нам же именно это сказать. Вот откроем двери класса в мир, покажем, как наши хорошие дети будут жить, и как они будут работать, и как они будут влиять на изменения в нашем обществе. И это вопрос о нашей с вами старости.